На границе Таджикистана и Афганистана было неспокойно. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что напугало местное население. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Сотрудники Управления Госкомитета национальной безопасности ГКНБ Таджикистана по Хатлонской области совместно с военнослужащими погранвойск пресекли попытку контрабанды крупной партии наркотиков из Афганистана в Таджикистан, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-центр ГКНБ республики. Отмечается, что инцидент произошел на Фархорском направлении таджикско-афганской границы еще 21 февраля, но об этом сообщил государственный телеканал Таджикистан. Транснациональная преступная группировка из 5 человек, граждан Афганистана под руководством Гиоса Валади Курбона, попыталась провести в Таджикистан крупную партию наркотиков. Преступники не подчинились требованиям таджикских оперативников и пограничников и открыли по ним огонь. В результате ответного огня были уничтожены 2 члена преступной группировки. 3 другим контрабандистам удалось скрыться на сопредельной территории Афганистана, отмечается в сообщении. В ходе осмотра места инцидента были обнаружены тела 2 афганских контрабандистов, охотничье ружье с 8 патронами и ручная граната F1 и 70 кг гашиша. Возбуждено уголовное дело, проводится предварительное расследование. Как вы относитесь к тому, что постоянно в Таджикистан из Афганистана поступает контрабанда наркотиков и тем самым убивая здоровье многих молодых людей в Таджикистане? Сегодня новое руководство талибов обещает решительно покончить и с производством, и с торговлей, и с потреблением. Но они намекают, что для компенсации потерь колоссальных доходов им понадобится зарубежная помощь и снятие многих санкций, наложенных именно за наркоторговлю. А в Самарской области сотрудники правоохранительных органов разыскивают заключенного гражданина Таджикистана, который покинул колонию поселения в Тольятти. Инцидент произошел вечером 9 марта, а исчезновение заметили после полуночи. 28-летний мужчина выбрался из окна 3-го этажа здания на Комсомольской улице и самовольно покинул колонию поселения, сообщает канал со ссылкой на свои источники. Известно, что гражданин Таджикистана ранее проживал в Челябинске и был осужден за кражу. Мужчина отбывал срок с ноября 2022 года и должен был быть освобожден в июле 2024. Обстоятельства побега устанавливаются. Как вы относитесь ко всей этой ситуации и к тому, что достаточно просто человек убежал из колонии поселения? Разве так должны охраняться тюрьмы? Как вы ко всему этому относитесь и к тому, что в принципе происходит? И в последнее время стало намного больше сообщений о такого рода преступлениях. Как вы думаете, почему это происходит? Кто в этом виноват и кто должен отвечать? Или, возможно, таджикам просто навязывают какие-то преступления или нет? В общем, все свои мнения, предположения, возможно, у вас есть какие-то истории, напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!